Почему мужчина, которого соседи называют хроническим алкоголиком, в пьяном виде просыпается ненависть именно к врачам? Преступная схема Алексея Теленкова не изменилась. Как и в прошлый раз, он позвонил в неотложку и заявил, что у него плохо с сердцем. К нему на помощь прибыла врачебная бригада. Опытный фельдшер с первых секунд поняла, что простым этот вызов не будет. На заставке компьютеров красовались статьи, описывающие его прошлый конфликт, в котором он разбил женщине-медику в лицо и преследовал бегом 8 этажей. Бросался в глаза заголовок: Алексей Теленков – угроза скорой помощи. На станции скорой помощи про агрессивного Теленкова после первого нападения знали все. И всегда направляли к нему смену из крепких мужчин. С ними Теленков вел себя более чем прилично. Но в тот злополучный вечер свободной оказалась лишь бригада из 2 женщин. В тот момент, когда они вошли в его квартиру, в мнимом пациенте проснулся хам и дебошир. Резко вскочил, стал направляться в мою сторону. Я встала, направилась в сторону балкона. Попутно начала звонить старшему врачу. И на балконе он меня запер. Так и не дав медикам оказать себе никакой помощи, он запер их у себя в квартире. Врача Марину Воронцову на балконе. Фельдшер смогла помочь коллеге вернуться в комнату, но Теленков напал на врача уже на выходе. Я ему говорю: отойдите, дайте я пройду, чтобы у меня была возможность спокойно выйти. Он не отходит. То есть смотрит на меня злобно, не отходит. Я понимаю, что значит сейчас что-то будет делать. Соответственно, потом он направляется в мою сторону, хватает меня, выталкивает из квартиры, силой сжимает, выталкивает. Я и бедром ударилась, харкнул меня, когда стали выходить. Имел лишь одно желание, чтобы 2 сотрудника, которые вели себя, откровенно говоря, не этично, покинули квартиру. Заседание отложено до 6 мая.